что, друзья, я думаю, можно уже потихонечку начинать. Все-таки семеро одного не ждут. Я предлагаю всем, кому, вот особенно с задних рядов, переместиться на первый, потому что будет удобнее всего, и лучше слышно, и лучше видно. Поэтому настойчиво рекомендую, хотя я всегда сам старался на задних рядах. Вот, еще раз всем здравствуйте, кто подошел позже. Я сейчас еще раз представлюсь, меня зовут Дмитрий, и я с большим удовольствием вам представляю проект нашего публичного лектория «Сыну Эрдым». Он проводится в рамках социокультурного проекта «Сыну Гыр». И, в общем-то, этот проект у нас длится уже второй год, конкретно «Сыну Гыр». И мы с удовольствием продолжаем цикл публичных лекций, связанных так или иначе напрямую с бурятской культурой, искусством, наукой. Поэтому в этом цикле вы можете уже ознакомиться с большим количеством лекций, плюс вы сейчас познакомитесь со следующим, так скажем, нашим проектом. Ну, буквально еще один последний ролик я покажу уже конкретно, где вы можете узнать чуть-чуть подробнее о некоторых активностях, и в том числе и вы увидите кадры из лектории. А пока идет ролик, я предлагаю постепенно, потихонечку занимать все-таки первый ряд. Вот посмотрите, эта выставка находится на площади Революции. Она доживает последние дни, на следующей неделе она сменится другой выставкой. Но здесь в конце вы увидите как раз много про лекторий. Сегодня мы открываем нашу очередную уличную выставку, которая называется «Мандала гармонии. Буддийская архитектура Бурятии». Мы эту выставку открываем именно для горожан, жителей города, для того, чтобы рассказать о том, что у нас в скором времени откроется наш новый музей, строится новый музей, национальный музей, архитектура которого в том числе вдохновлена буддийской архитектурой Бурятии. И здесь каждый житель может увидеть, какие дацаны были, как они выглядели. В основном это фотографии конца 19-го, начала 20 века. Мы понимаем, глядя, рассматривая эти фотографии, вот эти старинные планы, что насколько невероятна была традиция нашей буддийской архитектуры, сложившейся школы буддийского искусства, которая существовала и существует здесь, на территории Бурятии. Вообще буддийская архитектура Бурятии начинает формироваться в начале 18 века, совместно начинает проникать буддизм на территорию Бурятии. Первые дацаны начинают возникать в 30-х годах 18 века, и одним из первых дацанов, конечно же, был цангольский дацан, или же хилгантуйский дацан, дацан Балден Брейбун. Хороший астролог, он, зайдя в дуган, то есть в храм, да, он сразу понимает, когда его поставили. То есть по определенным столбам он может вычислить, да, это некие напоминания, когда и что было построено. Согласно астрологии так. Я всех призываю сходить посмотреть на эту выставку. Сегодня будет классная лекция. Ну и удачи проекту HEP-Hub в продвижении бурятской культуры и ее популяризации. Я обожаю форматы, когда это становится открытым, доступным. Это ты делаешь мимоходом, то есть по дороге домой, по дороге куда-то на работу. И тебя цепляет и сеет такое зерно мысли, да, в твою голову, которое потом как-нибудь да прорастет. Очень важно опереться на те традиции, которые были у нас, и сохранить бурятскую идентичность в искусстве. Она проявляется и в композиции, и в цвете, и в приемах. Можно это провести параллели в каллиграфии, в декоративном искусстве, в ювелирных украшениях, в бурятском костюме. То, что когда-то было прервано в 30-х годах 20 века, будет сейчас наполняться новым содержанием, новыми перспективами. Как раз на последних кадрах вы можете увидеть, собственно, одну из последних, точнее предыдущих лекций, элементы декора в буддийской архитектуре. Вот. Но сейчас, как я уже говорил, будет очень... Сейчас чуть позже.
Вот. Сегодня у нас будет прекрасная лекция, но эта лекция, она является следствием, так скажем, еще одной большой активности, которая начала работу в рамках проекта СНУГР в этом году. Эта активность называется HepHub Lab, это лаборатория. Мы спроектировали эту лабораторию, точнее их две, одна по визуальному облику будущего национального музея, точнее его фирменному стилю, и вторая лаборатория это посвящена вопросам современного искусства и переосмыслению наследия Национального музея. Но мне кажется, будет очень правильным и логичным, что про саму лабораторию, про ее идею и суть и смысл расскажет ее куратор. Я хотел бы пригласить на сцену Амгалана Ринчне. Он является куратором лаборатории. Ну и я тебя попрошу уже представить нашего сегодняшнего лектора. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо всем. Очень рад, что мы все здесь все вместе собрались. Как упомянул уже Дима, правда, это цикл лекций. Сегодня первая лекция в рамках лаборатории HepHub, лаборатории по современному искусству. Вот мы придумали такой проект, лабораторию. Это такой мыслительный, наверное. Это такой проект, в котором мы собрали 10 художников. И вот на протяжении 3 месяцев мы работаем вот здесь, работаем в музее. Этот проект благодаря музею стал возможен, потому как мы работаем с музейным наследием, с наследием нашей Бурятии, не только бурятской. Вот. И, в общем, собрались мы с художниками и вот как-то пытаемся это все наследие переосмыслить в современном ключе, современным способом, методом. И, безусловно, у нас будет выставка отчетная в январе, так что приглашаем вас всех на выставку. А сейчас вот, первая открытая лекция в рамках лаборатории HepHub. Александр Исаков, кандидат филологических наук, исследователь бурятской литературы и фольклора. Прошу, Саша. Очень рад, что он к нам присоединился. Саша, мы извиняемся, мы просим. Саша, звук пишется вот сюда. Да? Говорить, да. Вот. А мне надо прицепили отдельно. Попробуйте что-нибудь сказать, Александр, поздороваться, например. Здравствуйте. Работает, да? Да? Так, мне презентацию нужно запустить. Да, давайте я вам запущу презентацию. И дам вам стил. Спасибо. Ну что ж, всем добрый вечер. Очень рад, что столько незаинтересованных людей здесь собралось. Как уже сказали, я исследователь бурятской литературы и фольклора. При этом я, в общем-то, не могу назвать себя специалистом именно в теме сегодняшней лекции. То есть я сам не занимаюсь изучением демонологического фольклора буряты. Мои научные интересы лежат в несколько иной области. С бурятской фольклорной демонологией мне несколько раз уже приходилось сталкиваться, и каждый раз по той причине, что скорее мне предлагали об этом рассказывать. Да? Несколько лет назад я преподавал бурятский фольклор в Институте культуры, и вот там я студентам делал лекцию про вот эту область бурятского фольклора. В прошлом году издательство «Миф» предложило мне написать книгу «Мифы Байкала», о которой вы, возможно, слышали, где тоже есть в том числе раздел, посвященный страшному фольклору бурят, пугающим, опасным духам. И вот теперь уже второй раз за этот год мне предлагают прочитать лекцию про бурятскую фольклорную демонологию. Это я к тому, что я очень не какой-то там большой знаток, который постоянно встречается с бахалдуями и прочей нечистью. Нет, скорее я вот так, сам, как и вы, пытаюсь в этом разобраться, читая книжки, читая какие-то научные работы и стараясь систематизировать то, что там написано, в какую-то цельную картину. И вот сегодня вместе с вами попытаемся составить какое-то более-менее цельное и структурированное представление о том, что же собой представляет фольклорная демонология бурят. Стоит, наверное, вкратце обрисовать, что вообще подразумевается по словам демонология, когда мы говорим о фольклоре. Слово «демон», оно, как и многие научные термины, происходит из европейской культуры, и в таком узком христианском контексте демон — это, конечно, то, что связано с миром сатаны, ада, с тем, что противно Богу. Да? Это какие-то существа, которые совращают людей с пути истинного. Но в более широком контексте, когда мы говорим уже о фольклоре разных народов мира, понятие «демоническое существо» применяется к очень обширному классу существ, которые
связываются людьми с чем-то опасным, с чем-то страшным, с чем-то злым. Причем совершенно не обязательно эти существа, как христианский сатана, являются каким-то злом во плоти. Они могут сочетать в себе разные черты, они могут быть одновременно и злыми, и добрыми, могут быть злыми в силу каких-то обстоятельств. Но так или иначе, людям свойственно бояться, и вот эти демонические образы, которые существуют в фольклоре абсолютно всех народов мира, они как раз-таки воплощают человеческие страхи. Демонология, она на самом деле бывает разная, в зависимости от того, в каких областях фольклора мы с ней сталкиваемся. Есть, например, демонология, которая бытует исключительно в узких рамках эпических сказаний и сказок. То есть это те фольклорные повествования, действия которых происходят в какое-то отдаленное время. Например, в бурятском героическом эпосе и сказках мы встречаемся с демоническими существами, которых называют мангатхаями. Это существа, имеющие подчеркнутый монструозный облик, они многоголовые, с клыками, с какими-то рогами, когтями, у них может там изрыгаться пламя и так далее. Это существа, с которыми борются эпические герои-баторы, существа, которые могут стать на пути у сказочного героя. Но что важно про эти существа понимать, что они, если и были, то были когда-то давно. Подразумевается, когда люди рассказывают эти истории, подразумевается, что вокруг нас, в нашем сегодняшнем мире, никаких мангатхаев нет. Они давно побеждены древними героями-баторами. Но это не значит, что в нашем мире нет демонических существ вообще. Они есть, просто другие. И вот сейчас мы должны познакомиться с еще одним важным понятием фольклористики. Это понятие низшая мифология. То есть если вообще под мифологией мы подразумеваем вот те самые фольклорные представления о мире, то мифология внутри тоже делится на разные категории. Есть понятие высшая мифология. Высшая мифология — это мифы о божествах, о сотворении мира, о деяниях божеств. Это то, с чем человек непосредственно не соприкасается. Это все было когда-то давно, это произошло без нашего участия, и божества пребывают где-нибудь, допустим, на небе, а мы живем здесь на земле, как будто в разных мирах. Да? А есть низшая мифология. Низшей мифологией фольклористики называют, скажем так, именно повседневную мифологию. То есть это представление о тех существах, которые живут рядом с нами, в нашем человеческом мире. Существа эти разные, добрые, злые, там, хозяева местности, например. И вот отдельный раздел низшей мифологии как раз-таки составляет демонология. То есть это какие-то страшные, пугающие, враждебные по отношению к нам существа, которые обитают с нами по соседству. Вот об этой самой демонологии как части низшей мифологии, о тех демонах, которые живут вокруг нас, мы с вами сегодня и поговорим. В фольклоре монгольских народов вообще, то есть монголов, бурят, калмыков, такими собирательными названиями всякого рода демонических существ служат два слова. Это слово шутхыр и шулмус. Их мы можем слушать постоянно, и, в общем-то, под этими словами объединяются огромное количество самых разных по своей природе, по внешнему облику, по своему поведению существ. Это могут быть и духи мертвых, которые пугают или вредят нам по каким-то причинам. Это могут быть существа нечеловеческой природы, как что-то звероподобное. Может быть вообще что-то невидимое и неосязаемое, совершенно непонятно, что это такое. Некий дух, которого никто не видел, но чье присутствие мы можем ощутить, потому что он нас как-то напугает. Он подвинет предмет в нашей юрте, он сядет на нашу лошадь, и она будет в страхе ржать. Или там он займет место в повозке, и она не сдвинется с места. То есть, в общем-то, вот эти вот демонические существа, они могут быть очень разными. И некоторые из них мы никогда не видим. То есть мы про них знаем, но мы их не видим. Некоторые из них, наоборот, имеют какой-то подчеркнуто страшный облик. Какой-нибудь там зверь, сочетающий в себе черты, не знаю, там, петуха и козла. Да? Дальше мы поговорим о том, в каких конкретно случаях мы с этим сталкиваемся. Вот это все собирательно называем мы шутхырами и шулмусами, но чаще всего под этими словами не подразумевается какая-то конкретная категория демонических существ, о которых мы пойдем говорить с вами далее. Нужно сказать, что вообще бурятская народная культура, бурятский фольклор и мифология, они неоднородны. Как и сам бурятский народ, состоящий из разных субэтнических, территориальных групп, так и бурятский фольклор тоже подразделяется на различные локальные традиции. Ну, в частности, наверное, самое крупное деление, которое можно провести, это деление на западных и на восточных бурят. Их история сложилась по-разному,
и поэтому их мифология тоже значительно друг от друга отличается. И что интересно, демонология гораздо разнообразнее именно у западных бурят. То есть у западных бурят мы находим целый ряд демонических существ, которые вообще не встречаются не только у восточных бурят, но и вообще у всех других монгольских народов. В чем причина этого, до конца нам непонятно. Некоторые ученые склонны связывать это с тем, что вот когда-то вот весь этот бестиарий, который мы находим в фольклоре западных бурят, он был у всех монгольских народов, но потом постепенно стал распространяться буддизм, и буддизм вытеснил те изначальные мифологические представления, которые были у монголов, и заменил их на какие-то общебуддистские. А поскольку западные буряты до недавнего времени буддистами не были, буддизм стал там распространяться только в начале 20 века, то это и поспособствовало сохранению у них каких-то древних мифологических представлений. Это одна точка зрения. С другой стороны, в фольклоре западных бурят вообще очень много особенного, такого, что не встречается нигде больше в монгольском мире. И тогда можно предположить вполне резонно, что вот эти все особенности, они не связаны с тем, что у других буддизма, у них буддизма нет, а они объясняются просто вначале тем, что здесь какие-то автохтонные, локальные мифологические традиции, которые давным-давно бытуют на этой территории, и просто их в других территориях их и не было. Да? И поэтому мы можем говорить о фольклоре западных бурят как об особой территориальной традиции, которая прям очень самобытна и имеет много того, что отличает, отделяет ее от фольклора восточных бурят и других монгольских народов. Ну, теперь, собственно, мы перейдем к каким-то отдельным классам существ демонических, о которых рассказывали и рассказывают до сих пор западные буряты. Самое общее понятие в демонологии западных бурят – это бохалде. Собственно говоря, слово бохалде в фольклоре западных бурят, в их языке, оно служит синонимом такого общемонгольского слова шутхыр. Как раз таки у западных бурят вот эта вот вся совокупность пугающих, страшных, опасных мифологических персонажей, она может объединяться по словам бохалде. То есть вот дальше я буду говорить еще про другие, более какие-то конкретные типы демонических существ, и их тоже на самом деле в фольклоре называют обобщенно бохалде. То есть в целом слово бохалде можно так трактовать, как призрак, злой дух, демон. Но интересно, что вообще, если посмотреть на его этимологию, то слово бохалде, оно образовано от глагола бохаха, что означает становиться у кого-то на пути, препятствовать, чинить какие-то козни. То есть подразумевается, что бохалде — это некое существо, которое мешает, препятствует человеку во время его жизнедеятельности. И действительно, когда рассказывают про бохалде, в первую очередь подразумевает, что это некий непонятно, то ли телесный, то ли бестелесный дух, что-то наподобие тени, может быть, который в первую очередь человека пугает. То есть он может что-то сказать, может запеть. Вот человек один дома сидит, там кто-то заговорил, да? Это бохалде. Он может подвинуть какой-то предмет. Бохалде может напугать животного, коня, быка. Бохалде, несмотря на свою бестелесность, он может иногда проявлять материальные свойства. Да? Вот он сядет на коня, например. Вроде его не видно, он бестелесный, а невидимый бог на коня сел, и коню стало тяжело, и мы это по поведению коня видим. То есть всякий раз, когда мы видим что-то необъяснимое, когда вокруг нас происходят вещи, которые, казалось бы, не обусловлены какими-то материальными законами, когда двигаются предметы сами по себе, когда животные как-то странно себя ведут, это все объясняется проделками бохалде. Чаще всего бохалде не видим, хотя иногда говорят, что бохалде может являться в виде тени или наоборот в виде человека без тени. То есть если вы видите человека, у которого нет тени, это значит бохалде пришел. Да? Иногда говорят, что бохалде выглядят как люди с каким-то изъяном, у них чего-то не хватает. Например, вы можете видеть человека, у которого не хватает ног. Хоть кто-то идет, а ног у него нет. Это бохалде, ну и так далее. Да, вы понимаете, да? То есть, что какого-то четкого канонического представления о том, как выглядит бохалде, нет. И это вот вертится вокруг нескольких каких-то вариантов. Либо это вообще невидимое существо, либо существо наподобие тени, либо человек, который какими-то отдельными деталями отличается от нормальных людей. И чаще всего бохалде просто пугает, но в каких-то случаях говорят, что бохалде может причинить человеку вполне реальный вред. Поскольку считается, что большинство бохалдеев — это души умерших людей, причем предполагается, что чаще всего бохалдами становятся люди, умершие какой-то неестественной насильственной смертью, то говорят, что бохалде, как посланцы из иного мира, могут увести человека за собой в мир мертвых,
По этой причине, конечно же, с бохолдами ни в коем случае не стоит контактировать. Их можно наблюдать, но не стоит с ними общаться. Иногда говорят, бохолды вас зовут. Например, у западных бурят рассказывали, что в темноте ночью можно услышать, как кто-то произносит ваше имя, и ни в коем случае нельзя на него откликаться, потому что очень вероятно, что вас зовет бохолд. Если вы откликнетесь, вы вступите с ним в контакт, и бохолды заберет вас за собой. Вот. Давайте поподробнее разберемся, как избежать встречи с бохолдами. Какие общие советы существуют в мифологических представлениях? Ну, во-первых, бохолды чаще всего активизируются в темное время суток. Поэтому лучше не выходить на улицу ночью, а если выходите, то как раз-таки очень внимательно смотреть по сторонам. Надо присматриваться к незнакомцам, потому что, как я уже сказал, бохолды выдают себя какими-то отличительными признаками, тем, что они не во всем похожи на обычных людей. Если вы человек без тени, человек, которого не хватает какой-то части тела, это, скорее всего, может быть бохолды. Вообще-то бохолды, они не то чтобы часто ищут встречи с людьми. Говорят, что на самом деле они предпочитают все-таки селиться где-то подальше от них и собираться, например, в заброшенных зданиях. Говорят, что в заброшенных зданиях бохолды устраивают целые вечеринки. Так и говорят, бохолды устроили на дом. То есть они там собрались, поют, танцуют йохар, веселятся. Оттуда доносятся какие-то пугающие звуки. Поэтому к заброшенным зданиям, в принципе, лучше всего не подходить, потому что там очень вероятно сборище бохолдов. В связи с этим очень интересно, что до недавнего времени среди западных бурят было такое поверье, что крайне опасно строить у себя во дворе баню. Почему? Потому что баня — это же не жилое строение, большую часть времени она пустует. И говорили, что как раз-таки вот в таких строениях, как баня, могут заводиться бохолды рядом с вами. Рассказывали истории наподобие таких, что вот какой-то человек там задумал построить на дворе баню, его отговаривали, он не послушался, он построил баню у себя, и закончилось тем, что у него там поселились бохолды, которые стали его донимать, и пришлось звать шамана, чтобы он попытался от этих бохолдов хоть как-то избавиться. Вот поэтому даже такой совет дают для того, чтобы избежать встречи с бохолдами. Двигаемся дальше, поговорим о других, более конкретных категориях тех самых бохолдов или демонов в мифологии западных бурят. В принципе, довольно широко известна такая категория демонических существ, как улейские девушки. В бурятском театре драмы целый спектакль про них идет, поэтому я думаю, что многим из вас в общих чертах понятно, что они собой представляют. Улейские девушки, они возникли не вдруг. Есть предание, объясняющее, как они появились. Говорят, что когда-то в одном селении жила девушка-красавица по имени Духа, которую выдали насильно замуж за какого-то богача, которого она не любила, да и он ее не сильно-то любил. Она всячески пыталась от него сбежать, он в ответ на это поселил ее в амбаре, заковал в кандалы, в общем, всячески ее истязал. В конце концов, удалось ей сбежать от своего нелюбимого мужа, она прибежала к своим родственникам в родную деревню, а они ее не приняли, сказали, что раз ты дана замуж, ты теперь принадлежишь другому роду, поэтому с нами ты жить не можешь. Тогда она пошла скитаться по миру и встретила на своем пути свадебную процессию. Она присоединилась к этой свадьбе, и пока отмечали счастье молодоженов, люди гуляли, веселились, пели, и она вместе с ними, забыв о своих невзгодах, тоже веселилась. Но рано или поздно свадебное торжество закончилось, и она вновь осталась одна. И тогда она от тоски пошла в какой-то сарай, и там повесилась. И ее дух не нашел упокоения после смерти и стал бродить по земле и забирать с собой на тот свет, в мир мертвых, другие души молодых людей, и все вместе они ходят большой процессией, постоянно ища новые жертвы, кого бы забрать с собой. И вот тут очень интересно, собственно, кто им нужен, кого и почему они забирают на тот свет. На самом деле, вот если посмотреть разные версии, что рассказывают про улейских девушек, окажется, что тут тоже нет какого-то единого строгого представления, потому что разные люди рассказывают разные. Какие версии можно найти? Ну, во-первых, очень распространено представление, что улейские девушки охотятся за молодыми людьми, которые впали в уныние, которые находятся в депрессии. И, строго говоря, они забирают за собой не только девушек, но и юношей. Поэтому улейские девушки в таком случае это уже не только девушки, но и юноши. Но, собственно, они же говорят не только улейские девушки, их называют на бурятском языке улен, олон, то есть просто какое-то улейское множество. Улен, бохолденут, то есть улейские бохолдеи, то есть это просто уже какое-то сборище улейских призраков, где есть и девушки, и юноши. И вот по одной из версий оно пополняется за счет молодых людей, которые впали в уныние. Говорят, что когда молодой человек или девушка впал в уныние, не видит смысла в жизни, разочарован, тогда
перед ним являются вот эти самые улейские духи, начинают его заманивать веселыми песнями и танцами, призывать к себе на тот свет, и тогда эти люди кончают жизнь самоубийством и присоединяются к вот этому улейскому множеству. С другой стороны, поскольку сама улейская девушка покончила с собой после свадьбы, распространено представление, что забирает на тот свет женихов либо невест. Женихов, которые не любят своих невест, так же, как не любил свою жену вот этот вот богач, муж девушки дух. И с другой стороны, по другой версии, улейские девушки забирают за собой только невест, тех невест, которым грозит замужество с нелюбимым человеком. То есть, как улейская девушка покончила с собой после такого замужества, так она и забирает за собой на тот свет тех девушек, которым грозит подобный брак. Для того, чтобы они не жили в таких плохих условиях, она их забирает за собой на тот свет. Ну и, наконец, есть еще одна интересная версия, согласно которой улейская девушка, она при жизни очень красиво пела. И поэтому она забирает за собой других девушек и женщин, которые красиво поют. И вот, допустим, в романе современного бурятского писателя Владимира Бараева «Автобиографическом урегире детства» приводится совершенно реальная история, что однажды в Иркутскую область, в село, которое расположено в Осинском районе, там же, где село Улей, приехала с гастролями какая-то бурятская певица. Она там выступала в сельском клубе, и прямо во время выступления ей стало плохо, и потом она там умерла. И как объясняли это событие местные жители? Они говорили, что на ее душу позарились те самые улейские девушки. Они издалека услышали ее громкое красивое пение и пришли за ней, и забрали ее. И говорили, что с тех пор в окрестностях этого села неоднократно слышали голос этой певицы, что вот она сейчас ходит с этими еврейскими девушками, вместе с ними поет. Соответственно, мы поняли, какие дают советы по поводу того, чтобы не призвать по свою душу улейских девушек. Во-первых, это избегать уныния, то есть очень сильно поверя, что кто впадает в депрессию, к тому приходят рано или поздно улейские девушки, которые забирают его на тот свет. И в связи с этим говорят, что вот если в каком-то селении пошла череда самоубийств молодых людей, это связано именно с тем, что в этом селении стали ходить по улицам улейские девушки в поисках новых товарищей. Соответственно, как сделать так, чтобы они перестали забирать за собой молодых людей? Нужно на показ веселиться, нужно устраивать праздники, банкеты, петь песни, танцевать веселые танцы, чтобы улейские девушки видели, что вам и без них хорошо и весело, и тогда они уйдут в другое село. Вот. Ну и, конечно же, вот по поводу тех, у кого красивый голос и талант к пению, отдельную рекомендацию говорят, что если вы волею судьбы оказались в селе Улей Осинского района Иркутской области, старайтесь на улице там не петь, чтобы вас не услышали улейские девушки и не запали за собой, подобно той талантливой певице. Вот так вот. Еще один интересный демон женского пола в фольклоре западных бурят — это так называемый мушубун. Мушубун — это значит буквально плохая или злая птица. Так ее называют, потому что действительно это птица-оборотень. Что собой она представляет? Это некая женщина или девушка, которая способна перевоплощаться в хищную птицу, а может быть даже скорее уже хищная птица, которая ради заманивания жертвы превращается в девушку. Она обитает где-то в глухом лесу, охотится на юношей, которые почему-то в этом лесу оказались, но чаще всего это охотники. Идет охотник по лесу и вдруг видит перед ним красивую девушку, ни с того ни с сего стоит и призывает его к себе. Одна только деталь может его смутить, что эта красивая девушка, она закрывает свой нос рукавом своего платья. Почему она его закрывает? Потому что на самом деле у нее не нос, у нее клюв хищной птицы. Вот так она вся в девушку превращается, и только вместо носа у нее клюв остается. Для того, чтобы скрыть свою демоническую природу, она прикрывает нос рукавом. А что ей надо от молодого человека? Ей надо напасть на него, убить и съесть его печень, почки и мозги. Вот, собственно, такой вот дух-людоед. Есть очень красивая легенда, объясняющая, как эта мушубун появилась. Говорили, что это была девушка, которая трагически потеряла своего возлюбленного, он почему-то погиб. И она так сильно не хотела с ним расставаться, что съела у него, у мертвого, его печень и мозг. Вот. И согласно поверью, человек, который однажды съел печень другого человека, он уже после этого становится людоедом. И вот поэтому она превратилась в духа-оборотня, который охотится на молодых людей и поедает их внутренности. Очень интересно рассказывают истории о том, как от этой мушубун, от этой хищной мушубун можно сбежать. Вот. Говорили, что был один человек по имени Хадала.
И вот ему удалось чудом избежать съедения Мушубуном. Как он это сделал? Он вырвал у нее из-под левой подмышки огниво, после чего Мушубун умерла. Потому что есть такой секрет, что под двумя подмышками у Мушубун находится два огнива. И важно запомнить, где какое, потому что в огниве, которое находится у нее под левой подмышкой, находится душа самой Мушубун. Кто вырвет это огниво, тот Мушубун убьет. А вот под правой подмышкой у Мушубун находится душа ее жертвы. Соответственно, кто вырвет огниво из-под правой подмышки, тот сейчас умирает. И вот Хадала смог впервые, как говорят, победить Мушубун, вырвав у нее из-под левой подмышки огниво, что и другим всем советуют. Рассказывают, что и другими способами с Мушубун удавалось справиться. Был некий Хамниган, то есть Тунгус и Венг, может быть, который тоже встретил в лесу Мушубун, но он победил ее хитростью. То есть Мушубун его подзывала к себе, иди, говорит, любиться будем. А он ей говорит, подойди к этому дереву, положи руку сюда, вот в щель. И она как-то почему-то поддалась его уговорам, положила руку, и он зажал ее руку в щели дерева, в каком-то стволе, и убежал от нее. Вот. Тоже говорят рабочий совет. И еще один совет, который дают в связи с двумя вышерассказанными историями, что когда на вас нападает Мушубун, можно для своей защиты приговаривать такую вот присказку: «Хадалан долон хамнагахи найман», то есть 7 Хадалаевых, 8 Хамнигановых, что, собственно, как отсылает к этим историям, да, к тем двум людям, которые смогли победить Мушубун. Человек по имени Хадала и некий Хамниган. Вот говорят, что будете называть их имена, и это тоже создаст вам дополнительную защиту от этой хищной Мушубун. Еще один дух, о котором часто рассказывают в фольклоре западных бурят, это некое существо звероподобное по имени Ада. Это не собственное имя, вообще название этих существ Ада, иначе их называют еще анахаями. Вот так и так называют. Что это такое? В отличие от предыдущих духов, это уже не человекоподобное нечто, а это что-то размером с кошку или с какого-то хорька, и в целом похоже на зверька. Говорят, у него один глаз, один зуб во рту, хотя там тоже различаются версии. Оно вот маленькое, как какой-то зверек типа кошки. И, собственно говоря, она не обязательно опасна для человека. И она может быть иногда, говорят, доброй, иногда злой. Вот когда это добрая Ада, она что-то наподобие домового, она живет у вас дома, помогает охранять вещи. Но может быть и злая Ада. Но она тоже злая в каком смысле? Это не Мушубун, которая съест у вас печень и мозг. Говорят, что Ада, если она и опасна, она опасна только для детей. Для детей в маленьком возрасте. По одной версии, для детей до 1 года она опасна, то есть человеку год исполняется, и ему уже никакой Ада не страшен. По другой, более страшной версии, до 7 лет она может на детей нападать. Вот только после 7 лет Ада становится для человека безопасным. Так или иначе, говорят, что вот Ада взрослым не опасна, опасна только детям. То есть она на детей нападает, говорят, может их душить, может их загрызать своими зубами, может их бить своими лапами, и потом вот на ребенке ни с того ни с сего появляются синяки. Это значит, Ада на него напала. Взрослому человеку ничего не сделает, а вот ребенок может даже умереть, если Ада как следует с ним расправится. Вот по этой причине все-таки считается, что Ада в доме – это не очень хорошо, особенно если у вас есть маленькие дети. Вот. Откуда появились эти Ада? Есть некоторые истории. По одному из мифов говорят, что Ада возникла тогда, когда какой-то бездетный кузнец захотел выковать себе ребенка. Что-то он там выковал, но только получился у него не ребенок, а вот то самое звероподобное существо, которое с тех пор живет у нас дома и чинит на всякие козни. Иногда говорят, что Ада, они путешествуют вместе со своими хозяевами. И поэтому иногда рассказывают истории наподобие такого, что вот в одной местности Ада не было, но туда пришел какой-то род, и вместе с ними сюда переселились их Ада и расселились по местным домам. О присутствии Ада иногда можно догадаться по запаху. Говорят, что Ада издает какой-то резкий противный запах, может быть что-то вроде запаха лука. И вот если у вас дома постоянно сохраняется какой-то неприятный резкий запах, это может свидетельствовать о том, что вот у вас как раз-таки живет то самое Ада. Вот. Давайте попытаемся разобраться, как с этим Ада справляются, как избавляются от него. Ну, во-первых, говорят, что Ада довольно пугливые. Они боятся огня и звона металлических предметов. Поэтому, если хотят, чтобы Ада вас не трогала, надо жечь огонь, а также звенеть.
металлической посудой, какими-то предметами, инструментами, издавать звуки, чтобы Ада их пугалась и к вам близко не подходила. Также говорят, что Ада, она прожорливая. И поэтому, например, один из способов поймать Ада, если вам потребовалось ее извести, например, дома ребенок, и вы видите, что на него кто-то нападает, пока вы не видите. Вообще говорят, что вот Ада человек не видит, а взрослый человек. Ада может увидеть ребенок, либо животное. То есть, допустим, если ваша кошка смотрит куда-то в пустоту или на кого-то охотится, кого вы сами не видите, возможно, она охотится на Ада. И если ребенок плачет, то это может тоже плакать, потому что его напугала Ада. И вот говорят, что если нужно Ада извести, зовут шамана. А что делает шаман? Он разводит вкусный жирный саламат в какой-нибудь кадушке, начинает сам его пробовать, говорит: ой, как вкусно, ой, как аппетитно. Ада это видит, а Ада тоже неравнодушна ко всяким вкусностям, она запрыгивает в эту кадушку, и тут главное вовремя ее закрыть и унести подальше. Все, вы с Ада справились. А также говорят, что Ада, они неравнодушны к имуществу, которое хранится у вас в доме. И поэтому, когда вы, например, что-то дарите кому-то, кого-то чем-то угощаете, Ада может последовать за этим человеком вместе с какой-то вещью, которую вы ему дали. И это тоже вот такой один из способов, как от нее избавиться. С другой стороны, надо запомнить, что и не надо брать тогда ничего лишнего из чужого дома, потому что тогда вместе с вещью в ваш дом может прийти Ада. Вот такое вот двустороннее следствие у этого факта. Вот такие дела. Переходим к демонологии восточных бурят. Как я уже сказал, вообще-то у западных бурят с этим делом все гораздо разнообразнее. Другое дело, что, конечно же, не вся вот эта демонология, она тоже сегодня остается актуальна. То есть можно сказать, что некоторые из этих мифов, они тоже постепенно переходят в область каких-то эпических сказаний. Вот это, например, касается Мушубун. Если Бохолдеи, Ада, улейские девушки, они до сих пор рядом с нами, то вот про Мушубун в последние лет 100 рассказывают все реже. И если рассказывают, скорее в контексте, что это было когда-то давно, что когда-то кто-то встретил Мушубун, а сейчас уже ее не встречают. То есть мы тоже видим, что некоторые элементы демонологии, они обретают форму сказки, да, то есть постепенно превращаются из рассказов про то, что происходит здесь и сейчас, в рассказы о том, что было когда-то. Вот. Это что касается вот западных бурят, надо было еще добавить. Что касается мифов восточных бурят, то там вот нет такого прямо большого бестиария, нет такого количества разных существ, но все же есть свои интересные особенности, связанные в первую очередь с буддийским влиянием, с тем, что в мифологию восточных бурят проникли буддийские мифы, в частности, некоторые буддийские представления о демонических существах. И это касается в первую очередь такого существа, которое называется оролан. Вообще вот это слово оролан, оно пришло из тибетского языка, от тибетского слова роланг. Этим словом называют неупокоенных мертвецов. Мертвецов, которые как будто зомби ходят рядом с нами и как-то очень странно, пугающе себя ведут. Что касается того, как это объясняется с точки зрения буддийской философии, то вообще тут надо напомнить, что в буддизме существует система из 6 категорий живых существ. То есть так или иначе, все, кто живет в нашей сансаре, они принадлежат к одной из этих 6 категорий. Сверху вниз это боги, там полубоги или асуры, собственно, люди мы с вами, потом под нами идет категория животных, под категорией животных расположена категория так называемых голодных духов, это те, кто накопил плохую карму, хуже, чем у животных, но не настолько плохую, чтобы переродиться совсем уж там в буддийском аду у хана Эрлика. Да? И вот эти голодные духи говорят, что они ничем не могут насытиться, такая у них плохая карма. И вот как раз таки голодные вот этих ороланов, их с точки зрения буддийской картины мира причисляют к той самой категории голодных духов, то есть неупокоенных существ, которые бродят где-то рядом с нами и не могут найти себе пристанище, в силу чего они вот так странно и пугающе себя ведут. Как эти ороланы выглядят? Иногда вот современные буддийские ламы для описания этих ороланов используют слово «зомби». То есть это вот нечто как человек, но человек, у которого как будто бы нет человеческого сознания, а есть вот только какое-то непонятное желание кого-то напугать или поживиться кем-то. Да? В другой версии слово «оролан» трактуют как оборотень, и говорят, что оролан может приобретать звероподобный облик, то есть там возле какой-то деревни, говорят, там видели кого-то там разъезжающего на осле с длинным языком и рогами, который распевала страшные песни по ночам, да, то ли человек, то ли животное, то ли какой-то кентавр, вообще непонятно что. Вот. Что этот оролан вообще делает? Во-первых, он пугающе себя ведет, во-вторых, в отдельных случаях оролан может вас и убить. Вот говорят, что одна женщина после смерти превратилась в такого оролана, и она просто подходила к людям, облизывала их
и как только она кого-то оближет, он умирает. Вот тоже оролон может и убивать, получается. Да? Что интересно, вот эти самые оролоны, они чаще всего водятся у датсанов и охотятся в первую очередь на ламу Хуварака, вот, испытывая тем самым их на прочность, да, насколько сильна их вера и магические способности, смогут ли они с ними справиться. Вот. Ну, немаловажно заметить, что вообще-то оролонами по некоторым представлениям могут становиться и ламы. Вот у хоринских бурят есть очень популярное предание про Рабжур-ламу, который служил в Кижингинском Датсане, а после смерти превратился в того самого оролона. То есть вот по ночам, когда ламы и хувараки спали, он появлялся в молитвенном зале и проводил там какие-то непонятные страшные обряды, не давая никому спать и всех пугая. Да? И для того, чтобы этого Рабжур-ламу победить, пришлось звать сильных лама 6 бета, чтобы они приехали и наконец-то с ним как-то справились. Ну, правда, про Рабжур-ламу вообще рассказывают много интересного. По некоторой версии Рабжур-лама будто бы стал оролоном еще при жизни, то есть рассказывают, будто бы, когда он был еще живым ламой, в него вселился какой-то злой дух, и из-за этого Рабжур-лама стал себя очень странно, эксцентрично вести. Вот такое предание есть популярное, что когда ему привезли на отпевание какого-то мертвеца, пришли люди, которым этот покойник очень сильно задолжал, и стали уговаривать Рабжур-ламу помочь выбить долг этого покойника из его родственников. А Рабжур-лама, послушав их, сделал так. Он взял этого мертвеца и вместо того, чтобы поехать с ним на кладбище, поехал к дому его главного кредитора, то есть того, кому он был больше всего должен. Привез этого человека к его дому и говорит: получайте вашего должника, пусть он даст вам всего сполна. Да? И этому кредитору пришлось еще и Рабжур-ламе заплатить, чтобы он увез покойника куда подальше этого двора. Вот. И другие ламы, объясняя такие странные поступки Рабжур-ламы, они говорили, что вот он так себя ведет, потому что на самом деле перед нами не Рабжур-лама, а оролон, который вселился в его тело. Вот. И говорят, что этого Рабжур-ламу прям при жизни заживо похоронили в земле, потому что считали, что он одержим злым духом. И только так с ним можно было справиться. Но некоторые объясняют это тем, что у него просто были какие-то конфликты с другими ламами, и они так жестоко с ним расправились. Вот, сказав всем, что в нем жил злой дух. Ну, так или иначе, давайте перейдем к тому, как вообще с оролонами справляются, что с ними делать. Во-первых, есть такие истории, в которых говорится, что избежать встречи с оролоном, избежать смерти от оролона можно, если при вас есть какие-то освященные священные буддийские предметы и особенно священные книги. Вот в той истории про женщину, которая после смерти стала зомби и ходила, всех облизывала, есть такой интересный эпизод, что вот эту женщину отправили сторожить 3 хувараков. Хувараки пришли, встали возле нее, а женщине все нипочем, она, эта покойница, встает и идет их облизывать и убивать. Первого подошла, облизнула, он умер. Второго подошла, облизнула, он умер. А 3-й хуварак, на свое счастье, держал в руках книгу «Сутру Золотого Света». Это один из главных священных текстов буддизма Махаяны, да, то есть той ветви буддизма, которую исповедуют буряты. И вот, держа перед собой сутру Золотого Света, он отпугнул эту зомби, и она к нему не подошла и не причинила ему никакого вреда. Вот священные книги обладают таким эффектом. Ну, а, конечно, для того, чтобы окончательно усмирить оролона, надо позвать сильных лам, которые прочитают нужные заклинания, но и этого мало, потому что оролона еще важно изолировать. Именно поэтому говорят, что вот оролонов заживо хоронят. По некоторой версии оролона запирают в металлический ящик и закапывают в землю, причем в ящик же этот кладут и свитки с заклинаниями, которые должны защищать окружающих этого оролона. Вот рассказывают про того самого Рабжур-ламу, что вот его тоже замуровали в железный ящик, положили нужные заклинания, закопали где-то в Кижинге, и вокруг этого места посадили 4 дерева, которые как бы вот обозначают то место, где от людей спрятан оролон, чтобы они туда близко не подходили. И местные жители говорят, что вот уже в прошлом веке одно из деревьев, которое там росло, оно упало. Это говорит о том, что сила заклинаний иссякает. И в конце концов заклинания перестанут действовать, и Рабжур-лама, этот зомби, снова восстанет. Получается, что вот вообще как-то невозможно его окончательно усмирить. Даже если его там замуровали и заклинаниями окружили, все равно это имеет какой-то срок действия, который в итоге заканчивается, и вот, пожалуйста, снова зовите тибетских лам. Вот, собственно, на этом примерно наш краткий экскурс в бурятскую демонологию подходит к концу.
Вот. Такое вот пожелание спокойной ночи. Ну а если вы после этого не можете уснуть, можете перейти по ссылке, это мой телеграм-канал, и там я некоторое время назад выкладывал подборку разных научных работ, как раз-таки посвященных бурятской демонологии. Вот туда вы можете перейти и почитать более подробно всякие интересные детали и о западно-бурятских, и о восточно-бурятских демонах. Вот если у вас есть вопросы, мы можем продолжить нашу встречу. Конечно. Если я правильно поняла, то практически весь материал, который сегодня нам будет рассказан, он как будто бы характерен для людей, которые живут где-то в деревнях, в селах. Вы не встречали в своей работе какие-нибудь вот страшные городские легенды, например, именно для жителей городов там, или каких-то селений? Действительно, вот эта вся бурятская демонология, она обычно локализована в сельской местности, что объясняется тем, что, собственно, буряты стали селиться в городах не так давно, около 100 лет назад в основном, да? Поэтому просто не было такого среды, в которой могла бы сформироваться городская демонология. И действительно, вот все это чаще всего рассказывают жители сельской местности, а в городах, если рассказывают, вот тоже то, что было у нас в деревне, то, что рассказывали бабушки, и как будто бы получается действительно так, что вот эти демоны, они в города не заходят. Ну, объясняется именно вот этой вот исторической привязкой, что исторически вот все-таки территория бурятской культуры — это территория сельская. И как-то пока не сформировалась какой-то вот демонологии в городской среде. Большое спасибо за очень интересную лекцию. Вот вам не показалось, что все советы, которые, особенно западный бурят, просто минимальной техникой безопасности? Ну да. Главное об этом не забывать. Собственно же, с духами, всеми этими демонами общаются примерно на тех же основаниях, что и с другими существами. То есть главное, да, себя обезопасить, избегать встречи и понимать их мотивы, чтобы знать, что их может привлечь. Вот. И в целом, да. 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 Ну да, потому что в известной мере же эти демоны — это как бы вот воплощение обычных человеческих страхов. Страх темноты, страх леса, где никого нет, и много каких-то диких существ. Страх мертвых, и они вот воплощаются в том числе в таких образах, да, действительно. Конечно. Да, есть ведь достаточно популярные тоже, мне кажется, персонажи, вот как раз таки. Это две хуринские заянки. Точно. Да. А можно про них тоже рассказать и как бы относятся ли они вот к демонологии или нет? Интересный вопрос, относятся ли заяны к демонам. Вообще заяны — это такая категория тоже существ бурятской шаманской мифологии. Категория духов, которые находятся вот в этой иерархии божеств и духов на уровне ниже, чем высшие божества Тенгри, на уровне ниже, чем хаты, это сыновья и внуки Тенгриев. То есть это вот какой-то нижний уровень духов. Да. И заянами могут быть в том числе души умерших шаманов. И вот, например, хоринские заянки, о которых говорит Зина, это считается духи двух шаманок, которые изначально жили где-то среди восточных бурят. Почему бурят, что они хоринские? И они погибли по одной версии во время эпидемии какой-то смертельной болезни, по другой версии их жила сосвету мачеха, которая была рьяной буддисткой, поэтому боролась со всем шаманизмом, в том числе с своими падчерицами-шаманками. Ну и вот эти две хоринские заянки, они считаются в том числе духами эпидемий, поэтому если где-то с людьми начинает происходить что-то неладное, какие-то болезни, как физические, так и душевные, считается, здесь замешаны духи двух хоринских заянок. Да? В этом смысле можно говорить о том, что не все заяны, но некоторые заяны действительно имеют демонические черты. Я бы тут добавил еще, что вообще вот у западных бурят есть мифологии представления о заянах, которые отвечают за распространение разных болезней. То есть вот есть там заяны, связанные там с духами чумы, различных болезней животных, скота. То есть в этом смысле, да, вот еще и такая есть категория злых, враждебных по отношению к человеку духов заянов. Но вот эти духи — это уже определенно сфера ответственности шаманов. Потому что с заянами должны общаться шаманы, должны с ними как-то договариваться, либо бороться. Очень распространен такой сюжет, когда шаман, допустим, победил дух чумы или дух оспы, то есть это, с духом пошли бороться один на один,
каким-то образом шаману удалось его перехитрить, и тогда дух считает себя побежденным, и он не приходит в деревню, где живет этот шаман, и жители этой деревни больше никогда не заболевают этой болезнью. Вот такие истории тоже есть. Хорошо, спасибо. Может, у кого-то еще есть вопрос? Золото. В первую очередь разница в этимологии этих слов. Слово «шуткыр», насколько мы можем проследить, имеет исконное тюрко-монгольское происхождение. Слово «шулмас» пришло из иранских языков. Ну, это не единственный элемент мифологии, который пришел к монголам из мифологии иранских народов. Очень известный, допустим, персонаж шаманистской мифологии монгольских народов Хурмас Татенгри. Это тоже изначально рецепция иранского божества Ахура-Мазды. Да? И вот слово «шулмус» оно тоже пришло откуда-то из иранских языков с точки зрения его этимологии. Но с точки зрения их современных значений, шуткыр и шулмус — это синонимы. То есть это, в принципе, слова, значения которых мало различаются и которые используются как вот собирательное обозначение любых враждебных по отношению к человеку духов. Кто-то вот. Меня зовут Цека, и хотела спросить, поблагодарить вас за увлекательные рассказы. И хотела спросить, вот бывают сонные параличи, да, когда во сне человека душит, и он не может проснуться. Это что или кто? Это что? Честно говоря, я прям не припоминаю каких-то конкретных историй про сонных паралич из бурятского фольклора. Это не значит, что их нет, я, видимо, просто не знаю. Но иногда, да, вот говорят, что по ночам к вам в кровать может лечь Бохалде, и может быть это он. Кто знает. Вот. Ну вот. Или забрать дыхание. Ну, оно прям реально черная тень. И почему у нас тоже называется Харудара? Интересно. Ну вот, видите, оказывается, есть и такое. Саша, у меня вопрос. Может быть, ты встречал когда-нибудь вот в своих исследованиях какие-то обобщенные бестиарии, что-то похожее на бестиарии в бурятской вот литературе, может, фольклоре? Есть ли какое-то место или книжка, где вот примерно собраны демонологические образы? Ну, прямо 100% нигде не собрано. Вот в моей книжке некоторые из этих существ, о которых я сегодня рассказывал, описаны. Есть еще хорошая научная работа монголоведа Сергея Ильича Неклюдова, она называется книжка «Фольклорный ландшафт Монголии. Миф и обряд». И там одна из глав посвящена как раз демонологии, но не конкретно бурят, а монгольских народов вообще. И там вот собраны описания ряда существ демонических из фольклора разных монгольских народов. Там вот как общемонгольские понятия типа шулхыр-шулмус, так вот там, например, есть и некоторые существа из фольклора западных бурят, Мушубун, Ада, Бухалде. Вот, наверное, могу еще эту книжку порекомендовать как такое обобщенное, систематизированное описание монгольской, в целом монгольской, не только бурятской демонологии. Также есть еще книжка, составленная бурятским ученым Маджигеевым, «Словарь бурятских шаманистических терминов». Это, по сути, просто словарь, где по алфавиту собраны понятия бурятского шаманизма. И в том числе в этом словаре можно найти названия вот тех самых злых духов. Ада, Мушубун, Бохалде, да? Вот тоже можно порекомендовать как попытку такого вот краткого обобщенного описания, кратких сведений об этих разных духах. Вот эти три книжки, в общем. Тут кто-то хочет. Там, да. Добрый вечер. Спасибо за увлекательную беседу. Я помню, что у нас, бурят, были рассказы, сказки, предания о вампирах. Вплоть до того, что как будто бы даже Барсоев перевоплотился, да, ему делали какой-то определенный обряд на то, чтобы вот он не... Ну, правда, я вот такое слышала. Что-то есть такое? Я тоже такое слышал. Как-то я вот сильно этим не интересовался, поэтому, наверное, вам ничего сейчас нового не расскажу. Но да, я тоже что-то под такое отчасти слышал, но подробностей прям нигде не встречал. Здравствуйте. У меня дедушка как раз из западно-бурятской деревни, и там на самом деле все бани напротив двора. Ни у кого во дворе бани нет. Спасибо, что рассказали, почему. И мы вот в этой деревне в детстве больше всего боялись не бухалдешек. Бухалдешек мы не боялись, потому что если не идти посередине дороги и не стоять на перекрестке ночью, то ты ее, считалось, не встретишь. Гораздо страшнее была Эдихангахе.
Это что-то вроде оборотня, я так понимаю, да? Да. А это тоже только западные? С этой ГХ надо так объяснить. То есть, да, считается, что есть оборотень ГХ, их даже называют Ролан ГХ, то есть когда сейчас говорят, что Ролан это в буддизме, но на самом деле это слово проникло и в другие регионы Бурятии, и иногда Ролан переводится вообще как оборотень, вот говорят, что это будет Ролан ГХ, Ролан Ухыр, то есть вот есть оборотень свинья, оборотень корова, но надо сказать, что, судя по всему, вот эти истории про животных оборотень, когда там говорят, что может взять свинью без хвоста, да, которая оборотень, иногда говорят, что какая-то ведьма, которая превратилась в свинью или в корову, они, скорее всего, имеют все-таки русское происхождение, потому что, в первую очередь, во-первых, потому что вообще свинья – это нетрадиционное для кочевников домашнее животное, да? Во-вторых, потому что эти истории, они больше всего распространены все-таки в Европе, да? И вот там очень много таких разных версий этого поверья, что разные колдуньи или злые духи могут оборачиваться либо свиньей, либо какой-нибудь коровой и ходить по селу с какими-то недобрыми намерениями. И, видимо, к бурятам это пришло от русских и приобрело свою терминологию, да, вот те самые ГХ, Ухыр с разными приставками. Да, это есть вот. Сюда у нас исчерпались вопросы, или кто-то еще хочет задать уточняющий или что-то узнать? Момент такой. Еще раз здравствуйте и еще раз спасибо. Я хотел узнать, вот вы сказали ада, они могут быть и плохими, и хорошими, как будто бы. И вот это одна и та же может быть в разный момент плохим и хорошим, или это может быть хорошая ада, может быть плохая ада? Тоже есть разные версии, разные люди рассказывают разные. Да, одни говорят, да, что вот да, есть сами по себе ада с хорошими намерениями и с плохими. Смотря откуда они пришли, эти ада, как они в этом доме поселились. Если это, допустим, иногда говорят, вот я забыл сказать, что некоторые говорят, что вот ада это вообще души умерших детей, которые раньше умерли в этом доме. Вот. Но так или иначе, вот с одной стороны, да, говорят, что есть ада изначально хорошие и плохие, по другой версии это одна и та же ада, вот просто вот разница в том, что если у вас есть ребенок, вот для этого ребенка она опасна, да? А если ребенка нет, тогда это просто вот что-то типа домового, она безвредная, потому это можно назвать хорошей ада. Вот такие вот разные объяснения есть. И еще вопрос, вот улейские девушки, они как бы крадут из добрых, как будто бы побуждений повеселить или как? Ну, как будто так получается. Но это, видимо, вот какой-то посттравматический симптом у этих девушек, да, что вот они при жизни страдали, и поэтому они тянутся к людям, которые вот обладают, чаще всего вот страдают по тем же причинам, что и они, и забирают их за собой. В общем, злых побуждений у них нету как будто. Ну, по сути дела, если смотреть с их точки зрения, наверное, нет. Но с точки зрения людей, конечно же, мало кому хочется при жизни пополнить число улейских девушек. Спасибо. Если вопросы закончились, благодарю, Саша, за очень хорошую лекцию. Это первый лектор в нашей цикле лекций в рамках лаборатории по современному искусству HepHub Lab, организован совместно с Национальным музеем Республики Бурятия и креативным центром HepHub. И ждем вас в следующую пятницу. Будет лекция также в рамках лаборатории. Лекция связана с историей, а может быть и не только с историей монгол-бышик, бурятское монгольское письмо. Вот так вот. Спасибо, Саша. Спасибо. Ну что, во-первых, конечно, благодарю, Александр. Спасибо большое за такое первое, наверное, наше погружение в мир занимательных существ, в кавычках. Галан, тебе спасибо большое за кураторство лаборатории. И большое огромное спасибо всем вам, кто сегодня, несмотря на снега, дошел до нас. Обязательно приходите, подпишитесь, кто не подписан, и смотрите за нашими новостями. У вас еще ожидает очень большое количество, так скажем, не только лекций, но и самых разных активностей. Поэтому вот 4-5 декабря у нас будет открытие, 4-го будет открытие уличной фотовыставки от театра Байкал на площади Революции. Если я правильно понимаю, в 2 часа мы дадим анонс.
Ну и обо всем остальном, что будет происходить в аэропорту, вы узнаете уже из наших соцсетей. Спасибо большое, доброго вечера вам всем. Вы можете не расходиться, ходить смотреть, мы вам включим какую-нибудь приятную музычку, и вы можете еще погрузиться в книжный мир. Все, спасибо всем.